А ситуация начинает обретать новые мотивы. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, быть ли ОДКБ стороной конфликта в Украине. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. После аннексии территорий Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья Москва может рассматривать контрнаступление Украины на эти территории как акт агрессии или вторжение Киева, отмечают некоторые эксперты. Какой может быть позиция ОДКБ и Таджикистана, в частности, если Москва к ним обратится за помощью? На 28 сентября власти квазигосударственных формирований ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины подконтрольной России сообщили о завершении подсчета голосов и референдуме о вхождении в состав России. Владимир Путин признал эти территории независимыми. Согласно итогам голосования за вхождение в состав Российской Федерации в ЛНР проголосовали 98,5%, в ДНР 99%, в Херсонской области 87%, в Запорожской области 93%, хотя местные жители сообщают о том, что голосования проходили нечестно и во многом даже насильно. Западные страны, а также Турция и Казахстан еще до объявления итогов референдума заявили, что не будут его признавать. Президент США Джо Байден называл голосование ложным предлогом для попыток аннексии частей Украины силой, а Белый дом счел его оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности. Вашингтон также обещал ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов. Вместе с тем президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит решение жителей регионов, проголосовавших в референдуме. Независимый эксперт из Казахстана Рустам Бурнашев отмечает, что позиции стран-участниц ОДКБ будут зависеть от того, примут ли они эти новые территории в качестве субъектов Российской Федерации или нет. Сомневаюсь, что страны ОДКБ будут участвовать в этом. Скорее всего, будут искать какие-то обходные пути. И в России понимают, что большинство стран на это не пойдут, поскольку это чревато очень тяжелыми последствиями, отмечает Бурнашев. Аналогичную оценку высказывает и таджикский политический обозреватель Хайрулло Мирсаидов. По его словам, если в Кремле попытаются пойти на шантаж своих союзников, то это чревато полным развалом ОДКБ. Таджикистан при всем желании угодить России не сможет вмешаться из-за существующих угроз. Мы уже сейчас видим предупреждение гражданам о запрете наемничества в третьих странах и наказание за это, говорит Мирсаидов. А как вы думаете, насколько велика вероятность, что ОДКБ вступит в этот конфликт? И вообще, есть ли эта вероятность? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Таджикский политолог Нуридин Худайоров полагает, что вопрос участия или неучастия ОДКБ в конфликте в Украине, возможно, предварительно уже рассматривался и не нашел должной поддержки. Фактически, страны-участницы уже определились с позицией, о чем говорит их молчание. Кроме того, в организации львиная доля силы и средств принадлежит России. Два члена блока, Кыргызстан и Таджикистан, фактически находятся на стадии войны. Казахстан открыто выступает против позиции Москвы, а Армения ищет пути выхода из договора. Поэтому можно утверждать, что в настоящее время ОДКБ как военно-политический блок находится в тупике, говорит собеседник. Общая численность армий стран ОДКБ составляет 1 256 000. 80% из них – это российские военнослужащие. По данным, за 2020 год бюджет организации составил около 429 миллионов российских рублей или 6 383 000 долларов. Для сравнения, численность военнослужащих НАТО, которая якобы противостоит России, составляет 3 462 000 человек, среди которых американские военнослужащие составляют 40%. В абсолютном выражении сумма военных трат НАТО в 2020 году составила более 1 триллиона долларов. Критики ОДКБ помимо скудности ресурсов указывают на то, что у блока отсутствуют ситуационные центры, общая разведка и командование, региональные штабы, центры военной подготовки, общие исследовательские программы и тому подобное, что делает управление блоком и взаимодействие между ее участниками слабым. А если Владимир Путин начнет давить на страны-члены организации, то Кыргызстан, скорее всего, выйдет из нее, ведь их позиция прямо противоположна позиции России. Тем самым ОДКБ просто развалится. А вы как думаете, это возможно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.